Такая проблема национального самоопределения, национальной идентичности, она начинается вообще-то с самоидентичности. Вообще весь мир – это лаборатория для Минска. Мы наивны в каком плане? У нас этот процесс, так сказать, вот законсервировался, мы верим в чудо. Куда нужно белорусам двигаться? Консолидацию. Мне за державу обидно. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Цинником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, падчас якої ми працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю, як звычайна вядучыя ў студыі. Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук, наш сённяшні пачэсны госць, психолог, профессор Владимир Янчук. Добрый день. Добрый день. Спадар Владимир, можно я так вот... далёкі ад псіхалогіі, філасофіі ўсяго астатняга чалавека, але вот я ведаю, што ёсць такі тэрмін як псіхалагічны партрэт. Калі, скажем, вот намаляваць псіхалагічны партрэт такога умоўнага абагульненага беларуса, у гэтым партрэце ёсць такія рысы ці складнікі, як нацыя, нацыянальная ідэя, у тым сэнсе, што вот наколькі яно для беларусаў гэта вот важно? Ну, безусловно, важно. Я бы не сказал для белорусов, а, допустим, для этого процесса нахождения себя в этом сложном, очень быстро меняющемся мире. Почему? Потому что, исходно всегда возникает вот такой фундаментальный вопрос «кто я?». И вот сама проблематика идентичности, она исходно базируется на вот этих ответах. Есть такой знаменитый тест Куна, где задается 20 вопросов «Кто ты такой?», а потом фиксируются ответы на этот вопрос. Ну и, допустим, сам вопрос возникает, когда человек начинает сталкиваться с самой необходимостью поиска ответов. Ну, то есть, вот в нормальной жизни, если вы не сталкиваетесь с проблемами, вопрос у вас вообще не стоит. Вот есть такой психолог, философ Дэрил Бем, автор теории самоатрибуции, который говорит, что человек вообще не задается вопросами, он плывет по течению, и все, если ему комфортно. Когда возникают дискомфортные вопросы, он начинает анализировать, что происходит вокруг. И начинает в том числе, допустим, оценивать, вот что у него получается, а что не получается. И вот из этих, что получается, что не получается, он начинает выносить суждение о себе. Поэтому вот такая проблема национального самоопределения, национальной идентичности, она начинается вообще-то с самоидентичности. И с поиска ответов на эти очень непростые вопросы. Ну, первоначально, допустим, определение, кто ты есть, а дальше, в силу того, что человек – существо социальное, вообще-то определение, допустим, чем ты отличаешься от окружающих. И в чем твое вот это эксклюзивное «я». И ты начинаешь сравнивать себя, допустим, а по мере формирования уже некой общности возникают вопросы, будем говорить так, идентификации себя с социальными группами. Так, вот это окружающие меня люди. По разным позициям и поиск вопросов, что нас объединяет. И вот в этом историческом ракурсе первоначально для того, чтобы находить ответы на этот вопрос, надо иметь самое главное – средство общей коммуникации – язык. Вот почему всегда, допустим, многие проблемы упираются в языковую проблему. Первоначально, чтобы хотя бы вот определиться в чем-то, мы должны иметь механизм договаривания, средства договаривания. И тогда мы говорим, вот у нас общий язык, и наличием этого общего языка мы отличаемся от других. Но я подчеркиваю, это элемент только становления. А потом, когда мы формируем уже понимание друг друга, мы начинаем уже дифференцироваться в рамках этой социальной группы. И мы начинаем выяснять, кто лучше, кто хуже и так далее. И на самом деле вот этот вопрос, он лежит во многих вещах. Почему? Потому что мы сталкиваемся с проблемами какими? Для того, чтобы сформировать национальную идентичность, нужен общий язык. И, допустим, это проблема, Украины, это проблема Грузии и так далее, и так далее. Первый срез. То есть, люди, говорящие на этом языке, это наши. А вот люди, не говорящие на этом языке, это не наши. А дальше, допустим, следующий вопрос уже более глубинный. Ну, хорошо, мы говорим на одном языке, но вообще-то говорение на одном языке вовсе не связано с другими вопросами более фундаментальными. Встает вопрос, мы живем лучше
или хуже, чем другие. Вот когда мы выходим за пределы этноса, а часто у нас ведь дискуссия какая, и смешение двух понятий: этническая идентичность и национальная идентичность. Это разные вещи. Это точно так же, как, допустим, разные вещи этническая психология и кросс-культурная, или, как сегодня, межкультурная психология. Это совершенно разные. И вот так, если вообще придерживаться понятия этноса, это нет. Этнос – это некое чистое образование, свободное от вмешательств со сторон, живущее в некой лакуне и не коммуницирующее с другими культурами. А вот когда уже начинается коммуникация, тогда начинают включаться диффузные процессы. И тогда появляется огромное количество миксов, и тогда уже национальная идентичность выходит за рамки этнической и становится действительно национальной и привязывается к земле. Это люди, живущие в этом пространстве. Эти люди должны договариваться по поводу чего-то. Ну, первоначально по поводу понимания друг друга, а потом, опять-таки, по поводу организации взаимодействия. И для меня вопрос, допустим, языковой, он скорее второй. А первый, допустим, во имя чего мы живем, а еще один связанный момент: а вообще хорошо мы живем или плохо мы живем? Это вот на бытовом уровне. И когда ты живешь в своем локальном пространстве, у тебя этот вопрос не возникает. Он такой, поверхностный. Живем. Вопрос возникает, когда ты вдруг начинаешь посещать другие пространства. Когда ты в Польшу съездил, когда ты в Литву съездил, когда ты, допустим, в ту же Россию съездил, а еще взял и в Германию съездил, или взял, в Англию съездил, а еще и взял и в Америку попал. И у тебя сразу начинают возникать вот такие очень фундаментальные вопросы. Почему американец ходит в звездно-полосатых штанах? Почему он с утра этот флаг поднимает? Причем тут не стоит полицейский. Он сам в своем личном доме горделиво говорит о том, что я американец. Причем не все же американцы богатые. Бедный владелец пиццерии тоже говорит I'm proud. Испытывает вот это чувство гордости. За что? И вот здесь мы подходим к фундаментальному вопросу. Национальная идентичность, она связана с ответами на два класса вопросов. Первое, что у нас не так? А еще более фундаментальный вопрос, что у нас так? И вот этот «что у нас так» не возникает в свободном пространстве, он возникает в пространстве сравнительных координат. Мы должны найти этот ответ, сопоставляя себя с другими людьми, и более того, свой индивидуальный вопрос вообще-то верифицировать, точнее, свой ответ верифицировать, по таким объективным для нас параметрам. Если у нас так очень хорошо, то что к нам не едут? Такое, другие, да, допустим, и которые, допустим, вот особенно по поводу представителей вот этой этнической, допустим, идентичности, мы сидим в Канаде, мы ностальгируем по своей родной культуре, мы прилетаем сюда на день, целуем землю и сразу раз, и слетели обратно, и дальше уже целуем на расстоянии, и говорим, мы вас любим, мы вас ценим, и так далее, и так далее. Точно так же, вот как сегодняшняя ситуация, допустим, многие уехали, вынужденно уехали. Я вот участвую в каких-то стримах и так далее, и мы обсуждаем вот такое очно-заочное соучастие в процессе. Но, допустим, заочное соучастие очень хорошо, только в отличие от заочного, очник вообще-то висит под вопросом. И у него, допустим, он контролирует слова, он вообще-то не свободен в суждениях. Почему? Потому что он находится в другом контексте. Поэтому я ваш вопрос бы свел вот к нахождению ответов. Чем гордиться, а от чего отказываться. И тогда вот это формируется некое основание для перехода, допустим, вот к этому фундаментальному вопросу национальной идеи. Национальная идея – это что? Это во имя чего развиваться. Так, опять-таки, это наше будущее, во что инвестировать. И это предмет нашей гордости. Так, я горжусь тем, что дальше. И вот здесь вы сразу задали вопрос, так сказать, вот чем этот абстрактный белорус гордится, а я говорю, а он не абстрактный, он уже гетерогенный по своей сущности. Почему? Есть приверженцы, есть оппозиционеры. И есть огромное количество людей, не определившихся. Причем это тоже группа не такая, не гомогенная. Допустим, какая-то часть, она сочувствует этим, а какая-то часть, она скорее, так сказать, сторонница этой, не потому, что она приверженка идей, а потому, что так спокойнее.
И худо-бедно я приспособился к этим условиям, допустим, а переход в новые условия – это сразу столкновение с неопределенностью. А человек по природе своей боится чего? Он боится неопределенности. Ему нужны какие-то ориентиры. И он не знает, приспособлюсь я или нет, получится у меня или нет. Худо-бедно у меня вот это есть. Это вот как сегодня, допустим, вот часто обвинение, что, вот, допустим, неразумные рабочие, несолидарные, там еще чего-то, а вообще-то, допустим, при этом упускается из виду очень простое, допустим, этот человек живет от зарплаты до зарплаты. У него нет вообще загашника. А если у вас нет загашника, у вас возникает вопрос, а что вы будете кушать завтра? А это вопрос экзистенциальный, так сказать. Вы можете стать, но завтра вам есть нечего будет. И это как раз перевешивает чашу весов сюда. Точно так же, как вот 9 августа, мы говорим 9 августа, это для меня это был такой индикатор очень интересный. Я прекрасно знаю, что огромное количество провластных людей, причем очень высокого уровня, голосовали за альтернативных кандидатов. Втихаря. Не афишируя, а, допустим, потом в приватных беседах говорят, что голосовали. А потом возникает публичное я, и, допустим, вот такое, и реальное я, и, допустим, на кухне, в каком-то кулуаре я говорю, я голосовал. Но потом раз, надежды рухнули. Так и дальше я вот сразу индикатор такой, если человек говорит, что он вот так приверженец и так далее, у меня сразу такой вопрос, а вот как ты голосовал? Так, голосовал ты, оказывается, вот так, а потом раз, твоя надежда ушла. Почему? Ушла определенность. Если раньше, допустим, вот один из элементов, допустим, нашей национальной идентичности, это их очень немного, это элемент какой? Ну, будем говорить так, я бы сказал так, девственности, непорочности, это все неподходящие слова, ну, такой хорошей наивности. И мы верим, что вот так все происходит, вот так просто. Вот пришли новые кандидаты, мы проголосовали, вот так власть поменялась и прочее, прочее. И власть вот так развела руками и сказала, ну проголосовали честно, ну что ж делать, ну вот поздравляю вас, так сказать, вот уходим. Слушайте, а это наивность или неопытность? Знаете, наивность и неопытность – это ж сложные вообще понятия, они разводимые. Почему? Потому что вот часто вопрос этот звучит, и он мне задается. И часто, допустим, вопрос привязывается вот этому новому контексту восхищения вот этими процессами, которые идут здесь. И говорят, ну, допустим, а эксклюзив в чем? А почему не как в Грузии? А почему не как в Украине? А почему не как в чем-то? А я говорю, знаете, потому что у этих людей уже есть опыт наблюдения за тем, что было в Грузии, за тем, что было в Армении, за тем, что было в той же Украине, при понимании еще одной вещи, это же не опыт непосредственного присутствия в этих участках земли, а это опыт опосредованный, в том числе формируемый медийным пространством. Здесь же тоже дифференциация. Допустим, если взглянуть на наши официальные каналы, то у вас сформируется определенная картинка. А если на ваши российские взглянуть, тоже официальная такая совершенно другая картинка. Причем даже, вот, допустим, вот это пространство, оно неоднородное. Допустим, «Дождь» посмотреть – одно. А, допустим, Россию посмотреть – другое, а третье посмотреть – третье. И вот здесь бодрияр возникает, симулякр возникает, так? Когда знак отрывается от референта и приобретает вот это текучее значение, и человек теряется. Человек, допустим, размышляет. Но я подчеркиваю, это опыт наблюдения за происходящим и обобщения, и опыт вот этих процессов созревания. Вот здесь хорошая, наверное, аналогия, это что коньяк или такое хорошее вино, выдержанное вино. Это вот наблюдение, это вот одна из особенностей людей, живущих в этом пространстве. Она вот, если говорить о историко-культурных вещах, вот каких-то предпосылках, белорусы привыкли жить в позиции наблюдателя. Вот я много езжу по стране и с любопытством наблюдал вот такие исторические, допустим, вот эти крепостные сооружения. Они же ведь где стояли? На дорогах. Вот завоеватели идут по дороге, раз, окружили вот эту башню, завоевали башню, а население хлоп в лес, в болото.
спряталось и наблюдает. Завоеватели пошли дальше, население вышло и продолжает мирно выстраивать какие-то вещи. Поэтому осторожность. То есть, смотрите, получается, вот в тех событиях, которые сейчас происходят в Минске, вот люди выходят на улицу, и то, как они себя ведут на улице, и то, как они себя ведут в отношении силовиков, и вот это вот, ну, вся эта как бы культура протеста в Минске, она не наивная, она не неопытная. Это результат наблюдения за событиями в Майдане, за вот, там, за политической активностью в России и так далее. Как бы такой... Конечно. Потому что это по отношению к любому феномену. Это вот я много работаю в области методологии, и в том числе, допустим, много анализирую социальную феноменологию в целом, и, допустим, говорю о чем, что когда, допустим, лежит некая схема вот такая атомистическая, нахождение совершенной структуры, это ущербность, а, допустим, вот если даже в языке есть структурализм, есть постструктурализм. А разница в чем? Допустим, структуралист ищет совершенную структуру, а постструктуралист говорит, что, допустим, понимание, оно же не в структуре. Оно, на самом деле, в контексте, в подтексте, и вообще-то это результат диалога писателя с читателем. Автора с читателем. И вообще-то вот эта мысль эксклюзивна. Это вот рождение, это вот процессуальность. И мы находимся в процессе. Мы не ищем вот этой совершенной структуры, раз и навсегда данной, а мы ищем вот этого процессуального решения с учетом накопленного опыта. Ну, а наивность в чем, допустим? Наивность, я же сразу сказал, что наивность в хорошем понимании. Почему? Потому что наивность – цинизм, так, неверие ни во что. А мы наивны в каком плане? У нас этот процесс, кстати, вот законсервировался, мы верим в чудо. Вот, в частности, я проводил любопытное исследование по кросс-культурному сравнению иранцев и белорусов. По совершенно такой проблематике, казалось бы, не связанной, медицинской. И выявил такую любопытную особенность. Вот исходно у меня была гипотеза, что религиозны кто? Иранцы, безусловно. И вот по отношению к здоровью они верят в Бога. А мы не религиозны. А результаты исследования опровергли полностью. Оказывается, мы верим в чудо, а иранец понимает, что Бог есть, но то, как ты вылечишься, зависит от твоих собственных усилий. И он прилагает усилия, он, строго говоря, зарядкой занимается, он к врачу идет, еще что-то. А мы верим в в чудо. Что вдруг, допустим, вот мы верим в эту волшебную таблетку, а сами ничего не делаем. Вот одна из таких особенностей. Но она, надеюсь, прошла. Ничего не делаем, или, как вы сказали, собираем данные. Ну, собираем данные, да. Давайте... Это, кстати, интересно, вот просто так подчеркну, что, получается, Майдан – это был лаборатория для Минска. Да. И Россия с ее этими акциями там, в поддержку Немцова и там, совершенно справедливо. Это все лаборатория для Минска. И Кыргызстан лаборатория для Минска. Вообще весь мир – это лаборатория для Минска. Сегодняшний мир, и вот я принимаю участие в этих серьезных международных обсуждениях, и всегда вот везде вопрос какой? Эксклюзив. И, допустим, это как аналогия не самая интересная, это как ситуация с коронавирусом. Вот есть, допустим, секвенирование. Есть, представим, что такое секвенирование. Уже исследование, допустим, атомарная структура ясна. Но не ясно, что, как эти элементы соединяются в целом, в рамках целого. А почему? Когда они соединяются друг с другом, образуется новое качество, не сводимое к простой сумме составляющих его частей. И вот здесь переход в новое качество. И вот это новое качественное состояние характерно для тех процессов, которые происходят в Беларуси, поэтому аналогии не подходят. Слишком много изменений в этом культурном контексте. Калі пра нацыянальную ідэю вот яшчэ такі момант, ўсё ж такі мы вот часам чуем, што нацыянальная ідэя менавіта зараз вось там на вуліцах Мінска ці у гарадах, у галавах беларусаў пад уплывам таго, што адбываецца зараз у Беларусі, фармуецца. Іншыя кажуць, што нацыянальную ідэю нам даўно сфармулявалі там хто-небудзь там айцы-заснавальнікі БНР, там браты Луцкевічы, там ці яшчэ хто-небудзь, ці можа быць Каліноўскі, ці іншыя людзі. Ўсё ж такі ваше меркаванне. Вот нацыянальная ідэя, яна на ўсе вякі некалі было сказана, мы ее згубілі і зараз усведамляем, ці яна фармулюецца наноў зараз вот падчас гэтых працэсаў?
Вот, Дмитрий, почему мне комфортно с вами? Ну, во-первых, я все время, не скрывая, говорил о профессионализме вас как журналиста, и почему, допустим, вот отличие того же Зума, вот такой беседы. Так, а отличие в каком? Вы в процессе, вы не по схеме интервью, когда вопрос уже сформулирован, и вы уже ищете ответ, который сформировался в вашем сознании. И, допустим, либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь, а вы рождаете мысль. И вы стимулируете собеседника к рождению этой мысли. На самом деле, здесь аналогия с тем, о чем я говорил только что. Вот, допустим, вот эта абсолютная национальная идея, корони, еще чего-то, допустим, строится вот на такой сентенции. Мы вернемся туда, где было абсолютно. Ну, допустим, литвины. Так, мы станем литвинами. Я говорю, литвинами всем хорошо, только литвины были вот в том историко-культурном контексте, и у литвинов есть ахиллесова пята, им не удалось выжить. Они растворились. Так, а это уже исторический опыт проверки идеи. Дальше, опять-таки, при всем уважении, допустим, к классическим фигурам, допустим, мы говорим, вот мы от Радзивиллов, мы еще от чего-то, и сразу загоняем себя в угол чего. А поляк говорит, вот я с литовскими коллегами общаюсь, они сразу говорят, ну, что ж литовец? А поляк говорит, это же поляк. И тогда, тогда у нас вопрос, а мы кто? Ну, Калинаускас. Да, кто мы, да, допустим, а Калиновский кто, допустим, то же самое. Допустим, сразу возникает проблема. Возвращаться уже не получится. Как бы мы ни хотели, допустим, и в любом случае, даже в таком идеальном варианте, возвращение – это отрыв от цивилизации. Это вот как и в прошлой моей метафоре, это выбраковывание вот того опыта, который был после. Мы уже другие с учетом вот этого опыта наблюдения за происшедшим. И мы, возвращаясь вот к этой идее, вообще-то консолидированы, потому что мы живем вот здесь, в рамках этих национальных границ. И вот эти люди, живущие в этом национальном пространстве, опять-таки, могут они вернуться к языку, допустим, могут, но одновременно они вернутся на огромное количество времени назад. И у них возникнет проблема прогресса, прогресса цивилизационного. Более того, и на прошлых своих беседах я так говорил о чем, что с моей точки зрения вообще нужен белорусский, нужен русский и нужен английский. Вот, допустим, есть такой деятель партийно бывший Нурсултан Назарбаев, и с точки зрения постсоветского вот этого пространства менеджмента, это самая такая образованная и самая грамотная фигура, а я профессор университета Аль-Фараби, это один из ведущих национальных университетов в Казахстане, и я часто бываю, и вот, допустим, даже эта умная фигура, вот с точки зрения поддержки науки и образования, все постсоветское пространство вообще не годится никуда к Назарбаеву. Все равно эта умная фигура не смогла преодолеть многие вещи. Но у них сразу была идеология казахский, русский, английский. А процесс, допустим, интернализации вот этого пространства очень непростой. А почему английский? Вот я с российскими коллегами часто дискутирую, причем я отличаюсь, я человек свободный и, допустим, авторитетный. Потому что с россиянами, допустим, всегда дискутировать сложно. Почему? У них великодержавность. Великодержавный шовинизм у них такой пропитанный, и эта проблема имеет место и к национальной идентичности, допустим, но у россиян есть для великодержавности некое основание, почему территории много. Если вот по критерию территории, да, вроде нация великая. А если взять другой критерий качества жизни, тогда нация не очень великая, и в рейтингах сразу хлоп. Дальше, с точки зрения, допустим, развития науки, сразу хлоп, с точки зрения, допустим, прогрессивного движения, допустим, в образовании, хлоп, и так далее, и так далее. И раз, допустим, великодержавность начинает трещать. Почему? Потому что одна из проблем... Великодержавность России держится на армии. А армия держится на ядерном оружии. А все, что вы перечисляли, это так. Можно и без науки, можно и без всего этого. Это в продолжении. А я говорю, допустим, вот о этих основаниях каких-то. Я же, допустим, почему активно участвую в процессе, и, допустим, почему высказываю некие суждения, потому что мне за державу обидно. За белорусскую державу. Почему? Потому что на моих глазах происходит деградация. В общем-то, достаточно хорошей системы образования,
которая была в лихие 90-е. Хорошая была система образования в начале 2000-х, и я понимаю, что когда система замкнутая, она начинает вырождаться. И на самом деле вот вся подоплека происходящего сегодня – это то, что система вот эта авторитарно-тоталитарная, административно-командная, она ресурс исчерпала. Она ресурс развития исчерпала. А когда она ресурс развития исчерпывает, она начинает гнить изнутри. Этот процесс, ну, будем говорить так, он уже обречен. Он естественен. И, допустим, вопрос только какой? Когда это рухнет временно? И, допустим, вот эта уже временная перемена, она тоже не является абсолютной. Она является результатом усилий людей, живущих в этом пространстве. И если эти усилия будут консолидированы, если они будут вот такие осмысленные, эта система рухнет раньше. А если они будут разобщенными, если будет вот эта надежда на чудо, да, что вот приедет барин, допустим, российский барин, западный барин и так далее, она просто растворится. Поэтому вот сегодня такой уникальный момент, когда какая-то часть населения, я все время говорю, допустим, я избегаю вот этих категорий, нация вообще, вот эта часть активных людей понимает, что их дом строится их руками. И они строят дом отличный. Вот у меня, кстати, допустим, проблема была. Я участвовал в немецком таком проекте и обсуждение проблем. Вот, и сразу такая дихотомия в вопросе. Вы на Запад или на Восток? А я говорю, и не на Запад, и не на Восток. А мы вот сами. Смотрите, вот вы сказали, что возвращаться к литвинству не имеет смысла. Ну, Беларусь другая. Возвращаться во времена Радзивиллов, там, Речь Посполитой, где с демократией тоже как бы время ушло. А к проекту Калиновского, может быть, уже не надо возвращаться. К проекту Луцкевича и братьев тоже, может быть, не возвращаться. Вот на данный момент, вот как бы вы себе представляли, вот куда нужно белорусам двигаться? Консолидация. Консолидация, да, допустим, вот возвращаясь к консолидации и к формированию вот этой общей идентичности, но идентичности другого типа, людей, соучаствующих в процессе созидания нового дома для всех живущих в нем. Причем вот это соучастие, оно должно строиться на самом таком фундаментальном, допустим, механизме диалога. Не вот этого диалога, когда мы говорим диалог, а подразумеваем монолог. Так, когда делай как мы, допустим, и все получится. И, допустим, и все будет хорошо. А это тоже с идентичностью связано. Вот, допустим, вот я говорю гетерогенность культуры, а там же ведь схема, допустим, формирования. Мы дети президента. Вот эта часть, вот это, мы дети. Я говорю, ну, дети, а гордиться чем детям? Или, допустим, грубее, мы холопы при барине. Так, я говорю, а гордиться... Ярмошина сказала мне больше мягко. Я человек команды президента. Ну, команда вещь такая, а команды разные. И, допустим, команда вот в старое доброе время, и понятие команды сегодня, оно тоже радикально изменилось. Допустим, вот в продолжении того, что мы обсуждали. Команда раньше – это поиск совершенной структуры управления. А команда сегодня – это эксклюзив. Эксклюзив, создающий условия для всех участвующих в процессе чувствовать сопричастность в разных формах. Ну, допустим, это акционирование, причем, опять-таки, привлечение к участию в работе фирмы за счет становления вас акционером. И вам дают акции этой фирмы, и вы вообще-то участвуете в чем? В получении дивидендов. Вы – это часть фирмы. Вы рядовой сотрудник, вы участвуете в процессе, а когда вы участвуете в процессе, вы испытываете чувство сопричастности. И вы понимаете, и вот, допустим, нет вот такой схемы. Я решил, вот как у нас, допустим, я дал, я открыл, я построил. А, допустим, там вот мы. И вот таких схем, вот есть иерарх, который, благодаря которому чего-то, она полностью изменилась. Есть мы, и, допустим, вот эти развитые объединения людей, они консолидированы за счет чего? За счет максимально продуктивного использования ресурсов всех, от уборщицы до генерального менеджера. И когда они испытывают чувство гордости, как вот тот же американец, он чувствует гордость, почему? Потому что эта страна моя страна, так, и эта страна вообще его слушается. И вообще-то указ президента может районный суд заблокировать,
и чтобы указ президента заработал, надо пройти всю вот эту схему апелляции до Верховного суда Соединенных Штатов. И Верховный суд Соединенных Штатов принимает решение. И вот если в сторону президента, тогда указ работает. А если нет, нет, все. Правильно я вас понимаю, что Беларусь, вот новая, которая нарождается, было бы хорошо, чтобы она была устроена как такой вариант акционерного общества. Если ты гражданин Беларуси, то, ну, это как метафора. Если ты гражданин Беларуси, то у тебя есть акции Беларуси, и ты как акционер рационально вот используешь ресурсы, которыми это акционерное общество обладает. Ну, и президент страны – это как бы такой избираемый менеджер, как в любом акционерном большом обществе. Да, его можно снять, его можно убрать, есть совет директоров и так далее. Ну, знаете, это такая механическая метафора, она на самом деле лежала в программе Бабарыка. Вот, допустим, то, что не реализовано, я снимаю шляпу перед Бабарико с точки зрения вот такой менеджерской подготовки к выборам, потому что это команда, это создание команды, это проекты, это вот просчитывание шагов. Правда, я не ему непосредственно, а встречаясь с некоторыми представителями его команды, я их предупреждал, что, допустим, у ваших проектов есть ахиллесова пята, есть лом. Лом. Против лома нет приема. И вас можно посадить. Лом есть такое оружие, знаете, вы можете выстраивать красивые конструкции теоретически, вот в этой наивной такой, вот, допустим, системе оценок, а есть, допустим, люди с ломом. Это вот есть люди-правоохранители, так, которые раз взяли и упекли. Повод найдется. Поэтому менеджерская схема мне не очень привлекательна, а мне привлекательна схема самоуправления снизу доверху, с развитием максимального самоуправления внизу и прорабатывание четкого вопроса о компетенциях каждого уровня и механизма согласования вот этого диалога между разными уровнями управления. Поэтому это скорее вот эта система самоуправления, самоорганизации вот этих людей в рамках осознания единой общности и каждого персонифицированного участия в этом процессе. Извините, вот про лом спрошу. А к вопросу о ломе. А вот полицейских, вот как шерифа, будут избирать или не будут избирать? Знаете, тоже любопытная вещь, допустим. Чтобы ни у кого лома не было, чтобы... Она, знаете, допустим, на самом деле имеет глубинное основание. И я же тоже размышляю по нему. Почему? Потому что здесь, на самом деле, допустим, сталкиваются вещи. Вот либерализм, консерватизм. И я довольно долго был экспертом Совета Европы по неожиданной проблематике гражданского общества. Ну, и сейчас я эту линию продолжаю именно по формированию гражданского общества. И, допустим, одна из серьезных проблем – защита индивидуальных свобод. И, допустим, и нахождение вот этого компромисса между индивидуальным и общим. И вот сейчас явный перекос вот сюда на уровне чего? Допустим, защиты меньшинств. И вот одна из проблем, стоящих перед Европой, перед Соединенными Штатами, допустим, когда вдруг меньшинство начинает превалировать над большинством. А большинство, так как оно вроде как большинство, и благодаря его усилиям меньшинство оказалось в такой позиции не очень хорошей по поводу его сформирования предубеждения, оно молчит. А механизм соотношения вот этого большинства и меньшинства не проработан, в том числе на уровне партийной, допустим, структуры защищать партии. А здесь речь идет о чем? Что вот это движение, оно не линейное, оно ступенчатым должно быть. Договорились, соблюдать надо. Соблюдать до того момента, когда договоренности потеряли ресурс развития. А вот здесь нужен механизм переговаривания, переписывания договора. А нужна структура поддержания вот этих правил, но четкого расписывания чего? Требований к поддерживающему правила. И поэтому шериф, да, но для понимания шерифа надо жить в Америке. И надо понимать, что ты защищен. А, допустим, полицейский, там другой перекос. Вообще там полицейский сразу вытаскивает пистолет и стреляет. Это уже проблема какая? Это уже автоматизировано. Допустим, он же не разбирается. Если как только какой-то признак, он стреляет. Поэтому это соблюдение. А вот шериф отвечает. Но, допустим, так как шериф отвечает не вот перед Трампом, а шериф отвечает перед этими людьми,
выбирающими его, он работает с полицейскими. И вот такого, допустим, беспредела, как у нас, не может быть. Почему? Потому что вот последнее событие. Ведь я приблизительно представляю, допустим, что руководитель сидит за мониторами, и руководитель сдрефил вообще. Вот это вот, что на Орловской было, это триггер чего? Он испугался. Почему? Потому что вот эта масса пошла туда, в этом направлении, а так как он и так в напряженном состоянии, то он просто приказал. А, допустим, полиция, она очень простая. Приказал начальник, что никаких вопросов. Я вернуся крыху да гісторыі, але і для сённяшняга дня. Вот вы сказали, да, як і Макс заўважыў, што не трэба, там, скажем, часы ВКЛ, і, безумоўна, мы ўжо ў іх не вернемся, хаця адтуль, можа быць, нешта і варта было б вярнуць і адаптаваць да нашых часоў. Але вот сфармуляваная ў свае часы Янкам Купалым фраза для беларусаў, каб это самае чалавекам звацца. Вот здаецца, і зараз людзі выходзяць за тое, каб была справядлівасць, была законнасць, каб правы іх саблюдаліся, каб іх за людзей прымалі. Вот чалавекам звацца, гэта можа зараз быць нацыянальная ідэя, ці это як складнік вот той тэзы, якую вы прапаноўвалі, калі ўсё вот разом вот робім? Ну, тут вообще сложное отношение, допустим. Почему? Потому что, вот возвращаясь к этому постструктурализму, фраза читается в контексте. И со времен Купалы вообще человеком зваться было немножечко другое, а сегодня немножечко другое, и общество прогрессирует прежде всего в чем? В гуманизме. А то, что вы говорите, допустим, является вообще таким качеством, как моральность. И вот во многих моих публикациях я говорю о аморальности людей, совершающих нечто, и их ответственности за это перед детьми, перед близкими и так далее. И человек аморальный, он вообще-то подрывает свое будущее. Почему? Потому что ему надо отвечать перед детьми, ему надо отвечать перед окружением, и вообще не спрячешься. Не спрячешься, а человечество это должно быть. Не убей, да, это ж вот не еще чего-то, не еще чего-то. И это вот возмущение, да, вот это один из триггеров. Это когда, допустим, вот действия власти аморальны. Когда нарушаются святости. А это, безусловно, допустим, что? Это вот идеал вот этого дома. Дома для всех живущих в нем, а в этом доме императив. Моральность. И объяснение, почему человеку моральному легко. А человек моральный, допустим, он живет свободно. Почему? Ему не стыдно за свое прошлое. У него нет грехов. Ну, или грехи такие мелкие. А человек, совершающий аморальные действия, у него всегда висит страх. Ответственность за содеянное. Ну, пусть даже вот страх такой, что в аду окажешься. Не, вот здесь, допустим, произойдет нечто, а этот ад, на самом деле, даже вот не такой религиозный, допустим, а ад какой. Вот сегодня мы сталкиваемся с чем, допустим, с конфронтацией поколений. Когда родители пытаются вбить детей, ходящих на протесты, во что? Не высовывайся, не делай, да ты ж пожалей нас, там еще что-то, или вообще дело до драк доходит. Вот как недавний эпизод, когда мужчина уже таких пожилых лет бьет активистку просто так. Почему? Потому что она в массмедийном пространстве засветилась. И почему? Я ее ненавижу. Он ненавидит-то что? Он свои грехи ненавидит. Так и это он кипит. Он же болеет. И, допустим, вот эти, допустим, и руководители, совершающие аморальные действия, об этом не говорят. Допустим, о чем? Они болеют, они нервничают, они плохо спят. И так далее. Это же не все так просто. Когда ты сидишь, и когда твоего голоса нет, это я как психолог говорю, допустим. Ты же не решаешь проблему, ты ее загоняешь. Она у тебя, допустим, висит. И, допустим, решение этой проблемы часто, так как человек существо такое, биопсихосоциальное, и нарушение этого баланса находит любопытную результирующую в каком? А у него биологическое функционирование начинает сбоить. И, допустим, если вот прочитать такие вот карты амбулаторные вот этих людей, которые там кипят тихо, я вас уверяю, что все они в очень сложном положении. Это ответственность.
За моральность. Александр Григорьевич очень часто в своих выступлениях, ну, практически там в каждом втором, употребляет, когда он рассуждает о Беларуси и о белорусах, он говорит, что мы выживем. Мы выживаем. Мы находимся в экстремальной ситуации. Беларусь, как бы там геополитический разлом, там куча всяких фраз у него есть. Но, в общем, в любом случае, он говорит о том, что Беларусь находится в экстремальной ситуации, и мы выживаем. И 26 годов. Да, 26 лет выживаем. И вот когда человек находится в ситуации выживания, вот там есть работы там, Петерима, Сорокина, он описал о том, что когда человек находится в режиме выживания, то он с моралью не считается. А вот этот вами описанный вот этот упомянутый случай, когда, я так понимаю, дедушка бьет свою там какую-то внучку за то, что она оказалась в медиа. Не внучку, а просто человека, засветившегося вот в этих нарядах. Это вот марши по субботам. Ну, вот... Женские, да. И вот был эпизод, когда, допустим, девушку ОМОН хватает, ведет, а она идет свободная, спокойная, она не урывается, а просто идет. Она красивая, она броская такая, она идет с цветочками, дарит цветочек ОМОНовцу, и это такой кадр дня. Да-да-да. Он запомнил этот кадр, и этот кадр у него вызвал ненависть. Отчасти механизм вот этот сокрытый, я этого себе позволить не могу, а ты вот... Не, может быть, там по-другому это все выстроено. Может быть, выстроено так. Я выживаю, я нахожусь в экстремальной ситуации, и нужно быть тихо, нужно приспосабливаться, нужно быть вот как-то ниже воды, тише травы, или наоборот. Ну, в общем, да, и тогда я выживу. И то есть, с его точки зрения, его девушка, вот эта девушка, которая идет с этим цветком, она, наоборот, как бы провоцирует насилие. Она делает небезопасным жизнь и его самого, и его семьи, и его окружения. Да, вот мы живем в экстремальной ситуации, а эта девушка делает эту ситуацию еще более экстремальной. Она опасна. Да, и вот, то есть, может быть, она моральна, может быть, в этот момент она получает удовольствие от того, что она моральная, от того, что она свободна. Но вообще-то расплата за эту свободу и за это удовольствие быть моральным, она, как бы, с точки зрения этого человека, она вот сейчас придет, да, там, в каком-то из видов, там, жизнь станет сильно хуже, да, на улице опять вернется насилие, о котором Александр Григорьевич говорит. То есть, в общем, он, как бы, может быть, и рад был бы быть моральным, но он выживает, а у выживающих морали нет. Да, у него там, как бы, у них другие представления о правильном. Ну, вы почти по Фрейду, да, вот у Фрейда, да, допустим, вот мораль, этика, этикет там, и так далее, это тонкая пленка на сознании троглодита. Да, зверь. Так и как только пленка прорывается, он хватается за дубину и начинает крушить направо и налево. Но на самом деле проблема-то глубже, серьезнее. Но, во-первых, проблема какая? Ну, вообще, идентификация Александра Григорьевича первоначально с государством. У него же это государство – это я. Это не вы, а это я. А сейчас у него идентификация государства «я» – это нация. И, допустим, любые вот эти процессы абсолютно искренне им рассматриваются как что? Как посягательство на кого? На нацию. А на самом деле контекст какой? На него. И все проблемы, так как вот эта пирамида подстроена под него, допустим, целиком, он же, допустим, относится хамски ко всем вот этим нижестоящим уровням. Вы посмотрите на заседание. Это ж ужас, допустим, это вот я говорю о моральности, а, допустим, и продолжая вот эту линию национальной идентичности, я часто использую метафору, а вы хотите, чтобы с вами вот так, по-хамски, что вы быдло, что вы идиоты, что вы еще что-то, вы это что, пример вот такой, да, транслируете, вам хочется вот этих отношений с вами? Вам хочется вот такой, ну, будем говорить так, персонаж? Вообще, можно гордиться? Вот мы сказали, национальная идентичность – это гордость этих людей перед другими людьми. Я говорю, это что? Вот, допустим, если вы идентифицируетесь с этим персонажем, вы говорите, мы лукашенковцы. Дальше. Ну, первоначально, и в том числе в сознании многих россиян, была некое, так сказать, ну, ощущение гордости за что? Беларусь – это порядок. Беларусь – это чистота, Беларусь – это еще что-то. Так и дальше. Ну, а благодаря кому? Вождю. Так, не благодаря чему-то внизу, а благодаря вождю. А дальше. А сейчас ведь поколебался что? Эталон поколебался, да, и даже в сознании, допустим, уже не хочется, чтобы такой идентификатор был у кого? В качестве примера. Даже вот эти ортодоксы, апологеты, они уже так понимают, что это не эталон.
Это не гордость, не предмет гордости. Ну, а дальше, допустим, это же уже технология, допустим, и она же используется очень давно. Почему у нас не так? Ну, вроде мудрый, идеальный руководитель, так сказать, всеми уважаемый и прочее. А на обыденном сознании возникает вопрос, а что у вас не так? Почему живете так плохо? Так, дальше. А какой ответ на этот вопрос? Враги? Враги кругом, так сказать, и с этого боку, и с этого боку, и с этого боку. Вот когда мы врагов побьем, а дальше вопрос, он такой наивный вопрос, а почему враги? Почему враги? И чего им надо? Чего мы не спокойны? Посягают? Вопрос сразу опровергается контрвопросом. А что не едут, раз так хорошо? Дальше. Вот землю нашу хотят. Дальше. А уже рядовой гражданин едет в Литву и смотрит, что этой земли там навалом. Да, и она никому не нужна. То есть земля уже не ценность. Дальше едут в Польшу. Польше тоже земля не нужна, а Польше нужны кто? Вообще профессионально грамотные люди, квалифицированные люди и так далее. Дальше. И эти вопросы сразу подвисают. То есть врагов-то нет, посягателей-то нет. Дальше. За что борются, вот, допустим, вот эти поганые Еврорадио и так далее, и так далее. Ну, это что вот деньги платят? Нет, это на уровне обыденного сознания. Деньги платят. И дальше этот ОМОНовец искренне задает вопрос, сколько вам платят, чего вы, допустим, вот на уровне обыденного сознания выходите на митинг. То есть у него вот здесь даже не работает, что выходят люди с честью, достоинством за вот эти святости, так? Которые не хотят быть аморальными. А это в это сознание не вписывается, и у иерарха не вписывается. Ну, чего вам надо? Я, насколько понимаю, сейчас конфликт между теми, кто выживает, и теми, кто хочет быть моральными. Конечно, конечно. Это триггер один, допустим, когда вот этот ресурс доверия, и я бы даже не сказал ресурс доверия, а ресурс терпения закончился. Потому что вот эта аморальность, она вылазила очень долго, эти 20 лет, это ж везде, так сказать. Другое дело, что она, допустим, не была в фокусе внимания, а первый триггер, допустим, коронавирус, когда на обыденном уровне вдруг рассогласование, официальная картинка, нет. А реальная картинка, вот он. Умер этот, медицина не справляется, денег нет, этого нет, этого нет. Это вот, допустим, сразу стригерировало. А вторая картинка еще что? Все пришли на эти избирательные участки, все заидентифицировались, многие. И рассогласование, опять-таки, тут своими глазами вижу вот столько, а в результате вот не столько. А дальше своими глазами вижу вот это, а в результате вот не это. И, как говорится, чур меня. Так, а где что? И тогда это начинает, допустим, вот давить сюда. Так это вот, когда ложь, она всегда имеет, допустим, вот такие пределы. Пределы терпения. Когда затрагивается вот это сокровенное, тогда триггер идет. На жаль, трэба завяршаць, і хацелася б ўсё ж таки пачуць вашу нацыянальную ідэю, якую вот вы бачыце, ці ў адпаведнасці з якой жывеце, ці якую хочаце прапанаваць. А вот она и звучала у меня: построение диалогического дома для всех живущих здесь, который позволяет актуализировать уникальные возможности каждого из живущих и который создает условия для понимания, для осознания вот этой сопричастности к происходящему. Я участвую в этом процессе, я строю, и моя хоть маленькая вот такая частичка есть здесь. Это одна составляющая этого дома. Я могу спросить у других людей за то, что происходит, и я могу призвать их к ответу. И третья составляющая – я морален. Я морален, и я забочусь о том, чтобы моральность стала вот этой прерогативой этого общества. Дякую вялікі. Такая вось нацыянальная ідэя ад спадара прафесара. Гэта вось вам на памяць ад нас, крамы Сімбальба, Еврорадио і праграмы «Ідэя X». Профессор Владимир Янчук, Максим Горынов, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас, будьте моральными. «Ідэя X» на Еврорадио.